В выходные дни ввели по всей России, чтобы люди максимально оставались дома. Это необходимо, чтобы снизить темпы распространения в стране коронавирусной инфекции. Число заразившихся и умерших возрастает. В Якутии эпидемическая обстановка сложная. Власти республики призывают все население соблюдать все санитарные правила, ведь распространение инфекции для малочисленной республики очень опасно. Уважаемые коллеги, мы с вами начинаем традиционный брифинг, который проводит оперативный штаб, либо глава Республики Саха-Якутия, либо как заместитель руководителя оперативного штаба по той санитарно-эпидемиологической ситуации, которая существует у нас на территории республики, в наших районах, городах республики на настоящий момент. Но необходимо обратить внимание, что, как и говорил глава республики вчера, мы, соответственно, все-таки находимся на стадии, когда количество заболевших у нас, к сожалению, растет, потому что мы отрабатываем один очень достаточно большую группу контактных лиц, которая связана с инфекцией, которая возникла у нас в офтальмологической больнице. Для нас это, безусловно, ЧП для медицинских организаций Республики Саха-Якутия, несмотря на то, что, были установлены и строгие запреты, несмотря на то, что, в общем-то, медики, наверное, самые ответственные люди и больше всех понимают, что этого допустить было нельзя, тем не менее, вот все-таки занос инфекции в офтальмологическую больницу состоялся. Поэтому у нас сегодня, в том числе по отработке контактных лиц, анализов контактных лиц по городу Якутску, в том числе по офтальмологической больнице, 34 новых больных. Но необходимо обратить внимание, что у нас также по контактным лицам появились заболевшие, увеличилось количество заболевших в Намском, Кангаласском улусе, в Нерюнгри и Вилюйске. Сам же город Якутск 29, и вот большинство на контакты офтальмологической больницы. Есть, ряд новых контактов, новых, своего рода очагов, как говорят эпидемиологи, называют это очагами. Есть, новые свои точки. Я думаю, что их сейчас отработают эпидемиологи, и уже картина к завтра будет совершенно четкая и понятная. Какой вывод мы можем сделать из этой ситуации? Мы можем сделать вывод, прежде всего, связанный с тем, что нам необходимо продолжать работу, направленную на проведение соответствующих мер для того, чтобы вирус не распространялся. И, соответственно, одной из таких мер это является уменьшение количества контактов между людьми. К сожалению, вот сейчас ситуация показывает, что именно со стороны медицинских работников, хотя и допускались в основном контакты в семье, тем не менее еще были контакты и внешнего характера, поэтому круг достаточно большой. Наша задача сейчас более, конечно же, не допускать таких ситуаций и, соответственно, как можно быстрее погасить этот очаг. Я хочу обратить внимание, что в наших больницах продолжают лечиться. У нас сегодня на 8 утра в больницах республики находилось 177 пациентов. Часть пациентов мы перевозим с районов. Так, например, перевезли пациентку из Сангар-Кобяйского улуса и вместе с ней привезли достаточно большой забор количества анализов всех лиц, которые, в общем-то, находились с ней в контакте в силу печальных обстоятельств в ее семье. Также забраны у нас анализы в улусе, который у нас называется Вилюйский, опять же, связанные контакты в основном с печальными событиями в семье. И, соответственно, необходимо обратить внимание, что у нас появляется новая отработка контакта в Мегино-Кангаласском районе. Она связана с новым случаем. Лицо находится в обсерватории, он пересек границу, приехал на территорию республики для того, чтобы работать. Главный инфекционист Министерства здравоохранения Российской Федерации вчера вылетала у нас на месторождение в Ленский район, была проведена оценка ситуации и, соответственно, соответствующая справка
в Челябинском месторождении согласовано Министерство здравоохранения России и Министерство здравоохранения Республики. Оно будет в дальнейшем, тоже для всех озвучено для понимания. Однозначная позиция. Сегодня, завершается к развертыванию мобильный госпиталь на 125 мест на Челябинском месторождении. Проводится работа по подготовке вывоза тех, кто там работает на своем месторождении, именно в их вахтовых поселках у подрядчиков и субподрядчиков большой компании. Необходимо обратить внимание на то, что мы дальше продолжаем выписывать. Мы ждали большую выписку с юга республики. И, соответственно, на настоящий момент пока не готовы анализы, но я думаю, что после их, так сказать, по прокрутке, соответственно, выписку большую мы получим, потому что люди уже там выздоравливают. Каждый район, каждый город, каждый населенный пункт, каждое село, где ситуация у нас в республике, для нас находится под особым контролем, как глав муниципальных образований, которые являются руководителем оперативных штабов, так и на постоянной связи с республиканским штабом. И, конечно же, как было, так и остается единственным способом борьбы с этим вирусом, как таковым, является самоограничение в виде уменьшения количества контактов, к которым мы так сильно привыкли, особенно в начале мая. Готова ответить на ваши вопросы. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Юля, да, я вас слушаю. Учитывая то, что Михаил Мишустин заразился коронавирусом, будут ли введены дополнительные ограничения власть именно в части того, что власти будут чаще, возможно, проверяться на наличие коронавируса или другие будут введены меры? Спасибо. Еще и месяц назад, и 1,5 месяца назад, были поставлены задачи перед всеми министерствами и ведомствами, перед всеми учреждениями, иметь соответствующие дублирующие составы, которые, при возникновении подобного рода ситуации будут, осуществлять функции для того, чтобы не прекратить саму по себе деятельность как таковую. Вы прекрасно знаете, что все меры предосторожности сегодня принимаются, и так же, как и все, мы ограничили свои контакты. Необходимо обратить внимание, например, на прошлой неделе на заседании правительства прошло в режиме ВКС. Это прошло такое впервые, но это как раз и дает нам возможность непосредственно соблюдать таким образом режим самоизоляции, но выполнять свои функции. Все действия местных властей осуществляются на основании постановления санитарного врача. Санитарный врач выносит свои решения в зависимости от обстановки. И поэтому в зависимости от обстановки я оцениваю условия, которые существуют. В каких-то случаях санитарный врач определяет, что режим должен быть самоизоляции. Или в каких-то случаях помещение, например, в обсерватор контактного лица. А в данной ситуации, какую мы возлагаем функцию, задачу, какую несет в соответствии с федеральным законом о санитарно-эпидемиологической ситуации орган местного самоуправления? Это прежде всего содействие к тому, чтобы соблюдался режим самоизоляции со стороны этого лица. Соответственно, это и проверки, это и создание условий, если это одинокий человек, например, по бесконтактной доставке, по выдаче пенсий и разрешению иных вопросов. То есть орган местного самоуправления обязан содействовать этой проживанию человека в условиях самоизоляции. Я сейчас, может быть, не обращали внимания, но я много раз говорила о том, что сама по себе эта сложившая эпидемиологическая ситуация, она заставляет всех жить немножечко в других условиях. И в городе, например, тогда, когда закрываются магазины, то должна быть уже со стороны муниципалитета очень четко поставлена бесконтактная доставка. Что-то, там перекрывается там, где дороги в Алдане, да? Но там в любом случае, со стороны муниципалитета создаются условия для того, чтобы жизнеобеспечивающие непосредственно машины или жизнеобеспечивающую деятельность не прекратить в результате этих ограничений как таковых.
Я хочу обратить внимание, да, в данной ситуации все работают достаточно в таком сложном напряженном режиме, и, безусловно, необходимо нам дальше скоординировать свои действия Министерству жилищно-коммунального хозяйства, Федеральной службе по санитарно-эпидемиологическому надзору, я имею в виду центру, и, соответственно, органам местного самоуправления. И, в общем-то, я думаю, что скоординированность нам поможет разрешать эти ситуации. Имейте в виду, вот усиленная дезинфекция, она проводится только в том доме, в том подъезде, где имеет место быть, у нас лицо, которое является инфицированным, больным. Да? Там, где у нас просто с вами живут самоизолированные, контактные лица, да, это ни в коем мере не очаг. Да? Возможен, безусловно, да, потому что вот, как таковой есть. Но здесь в данной ситуации глава республики еще месяц назад сказал, что должно быть понятие соседского контроля. И просто-напросто у нас есть масса телефонов оперативных штабов, которые, в том числе городской оперативный штаб, сразу сигнал, ну и, соответственно, я думаю, что мера будет принята. Если будут какие-то вопросы, то, соответственно, уже я на республиканском оперативном штабе поставлю этот вопрос. Ну, соответственно, я его услышала. Завтра я буду собирать уже штаб в режиме ВКС. Еще раз Министерство жилищно-коммунального хозяйства обращу на это внимание. Потому что обратная связь в любом случае нужна. У нас продолжаются звонки на нашу оперативную линию, как таковую, которая сегодня есть. Да? Возникают какие-то вопросы, ну и, соответственно, мы стараемся на них постоянно отвечать. Ну, это, видимо, возможно, с праздниками или еще какой-то ситуацией. Но вот сегодня у нас, например, за 1 мая, за вчерашний день было 248 звонков. Вот 30 апреля 178. То есть и вот та сама по себе линия, вот самое большое количество звонков было 24 апреля 394. Вот я специально взяла эту табличку для того, чтобы наглядно показать, что в принципе определенного рода обработка вопросов идет, ну и горячих линий по разным моментам очень много. Вот я так поняла, Николай Борисович, примерно такой же был вопрос, да? Вот Коль Борисов меня спрашивает, немного меркантильно почему-то решил вопрос, да, в моем доме на карте показаны 2 на самоизоляции, контактный, 1 заразившийся. Что делать жителям? Жителям, не трогать ручки дверные, ходить пешком, заставлять управляющую компанию обрабатывать, да, разговаривать с хозяином магазина, который находится в том числе в пределах доступности, да, о том, чтобы меры соблюдались. То есть вот просто-напросто обычные меры гигиены. Ольга Валерьевна, можно, пожалуйста, уточниться по очагу заражения в Республиканской офтальмологической больнице в Якутске? То есть можно узнать точные цифры зараженных на данный момент? Спасибо. У нас сегодня по этому очагу, условно говоря, да, мы вот редко используем такое слово, очагом он становится уже после определенных обстоятельств. Я могу ошибиться, да, или могу в дальнейшем вам там отдельно, уже это сообщить, порядка 24 человек. При этом я не могу четко понимаю, что из этих 24 человек это как сотрудники самой больницы, так и, к сожалению, у нас есть и больные, и в том числе и члены семей работников офтальмологической больницы, которым бы быстрее нам хотелось пожелать выздоровления, потому что медики у нас на счету. Мы ждем, когда они быстрее выздоровеют, для того, чтобы стать вместе с нами в строй. Сегодня, например, по офтальмологической больнице мы госпитализировали 7 детей, которые в детскую инфекционную больницу попали, как раз с этих очагов. Закрытые школы, отсутствие вот этих детских контактов, оно, в общем-то, нам закрывает тоже эти очаги. Но вот это как раз ограничивает круг этих очагов. Да? Вот почему у нас нужно соблюдать режим закрытых школ, и дальше школы дистанцию. Почему не должны быть открыты торговые центры, все, что с этим связано, чтобы не распространялся очаг. Но, как и говорил глава Республики Саха-Якутия, по офтальмологической больнице проводится служебная проверка, и, соответственно, те факты, которые будут выявлены в связи с нарушением офтальмологической больницы, они будут, в общем-то, поставлены на вид. Но я обращаюсь ко всем, в том числе жителям города Якутска, Республики Саха-Якутия. Если ваши родственники лежат на наших больницах, пожалуйста, не нужно приносить им еду. Ни утром, ни вечером.
не в состоянии накормить всех, кто там находится. Пожалуйста, за них не переживайте. Еще раз для главных врачей. Закройте двери. Это важно. Не нужно, чтобы в больнице сегодня, даже если есть у вас больные экстренные, ходили родственники. Сегодня вновь этот факт выявлен в Республике номер 1 Национального центра медицины, когда непосредственно мы вновь увидели обычная проверка, моя выездная, показала, что пришли родственники. Почему пришли родственники? Этого не должно быть допущено. Об этом мы еще будем отдельно разговаривать. Ну а к родственникам я обращаюсь с такой просьбой. Спасибо большое. Уважаемые якутяне, соблюдайте все санитарные нормы и правила. Не выходите из дома без необходимости. Если вы почувствовали себя плохо, звоните в участковую поликлинику, и к вам придет врач на дом. В случае других вопросов по коронавирусной инфекции действует круглосуточная горячая линия Минздрава Якутии 8 800 100 ровно 1403.